За 10 дней до дня голосования все участки на территории Республики Абхазия, которые должны быть открыты, они на сегодняшний день с утра уже приступили к своей работе, развешиваются списки избирателей. На сегодняшний день около 135 тысяч избирателей у нас входят в основной список. Вот. Это те люди, которые имеют прописку на территории Республики Абхазия. Вот. 152 участка подготовлены к работе. Наши граждане могут прийти по этим округам и участкам и ознакомиться с этими списками. Если вдруг они себя там не найдут, пока есть время, они могут попасть в основной список. Вот. И мы предлагаем, чтобы меньше дополнительных списков было, для того, чтобы каждый гражданин мог ознакомиться с этими списками и добавить сюда, чтобы минимизировать доп. Список, и, соответственно, они будут влиять на явку проголосовавших на выборах 15 февраля. Что касается зарубежных участков, также хотел бы вас проинформировать о том, что за пределами Абхазии у нас учреждены 3 участка. Вот. 2 на территории Российской Федерации. Это те города, которые на протяжении 15 лет проводились. Это Москва и Черкесск. Вот. Мы их утвердили, состав комиссии уже обозначен. Вот. И там также идет работа для того, чтобы граждане могли иметь доступ к голосованию. Что касается 3-го зарубежного участка, он утвержден в Турецкой Республике, в городе Сакария, в народе его знают как Адапазара. Вот. Дополнительные списки проголосовавших на данных участках мы узнаем уже в день голосования, потому что они в основной список не входят, так как в основном проживающие за пределами они не имеют прописки. Вот. Дальнейшая организационная работа заключается в том, чтобы с сегодняшнего дня мы выдаем удостоверение на право голосования тех граждан, у кого нет прописки. На территории Республики Абхазия могут голосовать только те граждане, которые имеют прописку, по месту прописки будут голосовать. Если прописки нет, обращаются в ЦИК за удостоверением. Это не открепительный талон. Открепительный талон уже давно отменили и правильно сделали, потому что наши граждане злоупотребляли своими правами, голосовали и по прописке, и по месту данного открепительного талона. Чтобы этого не было, этот вопрос решен. Что касается удостоверения, это двухминутное дело. Заявитель указывает участок, в котором он хотел бы проголосовать. Мы ему выдаем удостоверение, и он в день голосования использует этот документ. В момент сдачи бюллетеня он отдает удостоверение, голосует и таким образом свое волеизъявление выражает. Вот. В дальнейшем окружные комиссии выдают каждому кандидату в президенты удостоверение для того, чтобы они наблюдатели своих на каждом участке до 3, включительно до 3 наблюдателей на каждый участок. Все кандидаты имеют право представить кандидатуру для наблюдения. Вот. 10 доверенных лиц по Республике Абхазия, они также имеют право получить документ в Центральной избирательной комиссии. То есть доверенные лица документ получают в ЦИКе, а наблюдатели от кандидатов получают в округе. В каждом участке будут не более 3 наблюдателей. Это право кандидатов. То есть это сделано для того, чтобы была прозрачность, легитимность была подтверждена, потому что чем больше наблюдателей, тем лучше для того, чтобы избирательный процесс был чистым, прозрачным. Вот. Что касается других организационных моментов, мы по ходу этих оставшихся 10 дней будем недостающие вопросы решать, если такие вопросы возникнут. Но что хотелось бы отметить? Дело в том, что многие обращают внимание наше на то, каким образом будут подводиться итоги
Я неоднократно вам, уважаемые журналисты, сообщал о том, что подводить итоги мы будем по тем же правилам, которые были обозначены на последних президентских выборах 2020 года. Вот. Почему я на этом акцент ставлю? Потому что с момента последних президентских выборов выборное законодательство не менялось. Так же, как я вас информировал, были представлены предложения от Центральной избирательной комиссии, предложения к парламенту, нашим уважаемым депутатам, о внесении изменений в выборное законодательство Республики Абхазия. Вот. Там было более 10 предложений, в том числе и по графе «против всех». Вот. Данный проект поправок, он был единогласно принят только в первом чтении. Дальше эта процедура во втором чтении, второго чтения и третьего пока еще не было. Поэтому правила остаются те же. Но, что хотел бы подчеркнуть, итоги выборов, графа «против всех», та, которая будет и в первом туре, и во втором туре, она подразумевает, что первый тур, соответственно, 50 плюс 1 от числа проголосовавших, принявших участие в голосовании. Второй тур, он будет подводиться таким образом. Кандидат, который набирает наибольшее количество голосов, он должен выиграть и кандидата, который будет на втором месте, и графу «против всех» в совокупности. Это регламентирует закон и постановление суда 2020 года, которое никто не отменил и никто не обжаловал. Мы это берем во внимание, потому что раз нет других изменений в законодательстве, мы должны этих правил придерживаться. Вот. Что касается того, что на наши предложения, они остались пока в виде только рекомендаций. Вот. Если